В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Годовая инфляция в Якутии в марте 2021 года возросла на 0,1% пункт до 4,8%. При этом оставалась ниже, чем в Дальневосточном федеральном округе и в России в целом. Годовые темпы прироста цен на продовольственные товары ускорились. Причиной стало сокращение предложения, а также рост издержек производителей. Например, к повышению цены куриных яиц привело увеличение затрат птицефабрик на добавки к кормам из-за подорожания зерна, импортных инкубационных яиц, ветеринарных препаратов и оборудования на фоне ослабления рубля в предшествующий период. Выросли в цене также упаковочные материалы. В марте на прилавки якутских магазинов завезли импортные овощи и фрукты, в частности помидоры, яблоки и виноград по более высоким ценам из-за понесенных ранее дополнительных затрат. Бананы подорожали на фоне низкой урожайности после неблагоприятных погодных условий в странах-экспортерах. При этом достаточные объемы производства огурцов местными тепличными хозяйствами позволили замедлить прирост цен на них. Компания ЕТЭК по итогам первого квартала текущего года планирует направить на дивиденды в общей сложности 504 миллиона рублей. Выплата на одну обыкновенную акцию составит 61 копейку. Закрыть реестр на получение дивидендного дохода планируется 26 апреля. Выплаты номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, будут начислены до 12 мая. Всем прочим владельцам ценных бумаг до 2 июня 2021 года. Отметим, Совет директоров компании принял решение о выплате дивидендов впервые с 2016 года. Согласно принятой в конце прошлого года дивидендной политике, компания намерена направлять на отчисления по ценным бумагам не менее 30% от чистой прибыли. Газификация 16 населенных пунктов пройдет в Якутии в рамках соглашения с «Газпром». Речь идет о газификации Алдана, села Ленинский, поселков Лебединый и Нижний Куранах в Алданском районе, а также сел Бечинча, Мурия и Батамай в Ленском районе. Кроме того, в Нерюнгринском районе газ появится в ближайшие годы в селе Йенгра и в котельной поселка Чульман. В Алекминском районе в Алекминске, селах Юнкюр, Улахан-Мунку, Алекминская, Центральная Абага, Селиваново, Солянка. Для 5 населенных пунктов Верхний Куранах, Хатыстыр, Кятчи, Абага и Нефтебаза будет подготовлена проектно-сметная документация и выполнены проектно-изыскательные работы. Напомним, в 2020 году власти Якутии и «Газпром» подписали соглашение по программе развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы. В рамках него планируется газифицировать населенные пункты республики, которые прилегают к газопроводу «Сила Сибири». В первом квартале компания «Алроса» снизила производство алмазов на 6%. Снижение вызвано низким содержанием алмазов в руде трубки «Юбилейная», а также временной приостановкой работы обогатительной фабрики «Север-Алмаз» с октября 2020 по февраль 2021 года. В общей сложности в первые 3 месяца текущего года «Алроса» выпустила 7,5 миллионов карат алмазов. Как следует из отчета компании, основной объем алмазов «Алроса» произвела на Нюрбинском ГОКе. В отчетный период предприятие на 11% нарастило выпуск продукции, что обусловлено ростом переработки на Нюрбинской трубке и повышением среднего содержания на Батуабинской. Также высокие результаты демонстрирует Айхальский ГОК. Однако в годовом соотношении показатели снизились на 26% из-за вовлечения в отработку руды с низким содержанием, а также в связи с приостановкой добычных работ на трубке «Заря». Удачнинский ГОК в первом квартале нарастил производство на 70%. На показатели оказало благоприятное влияние перераспределение загрузки обогатительной фабрики номер 12 на фоне повышения производительности фабрики. Результат Мирнинского ГОКа в целом соответствует показателям первого квартала прошлого года. На Североалмазе производство снизилось на 72%. В отчетный период предприятие приступило к работе только в марте, так как с октября прошлого года деятельность обогатительной фабрики была приостановлена в связи с плановым сокращением алмазодобычи. Добыча на месторождениях компании «Алмазы Анабара» в первом квартале не велась из-за сезонности деятельности. Продолжение темы. «Алроса» 12 мая выставит на аукционе «Кристис» в Женеве крупнейший бриллиант в истории российской огранки массой 100,94 карата. Бриллиант был создан из редкого алмаза массой 207,29 карата. Его добыли в 2016 году. Изготовление бриллианта заняло у специалистов «Алросы» более 1,5 лет. В коллекцию также входят еще 2 исключительных экземпляра: фантазийный ярко-желтый «Жар-птица» и пурпурно-розовый «Призрак розы», которые уже нашли своих покупателей. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.